Всем привет! Вы на канале Клевая Рыбалка. Итак, всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Клевая Рыбалка. И сегодня я с мужиками закидываемся на остров, где будем весновать, и забрасываем вот эту лодку. Здесь у нас вот такие скорлупки будем использовать на гуся. Их везем. Николай вот едет на этом снегоходе, я на этом. Вот Дмитрий, наш напарник. Вот так все привязали вчера. Сейчас у нас 5 утра. 5 утра вот так, облачно. Небольшой ветерок южный. Ехать около 40 километров в одну сторону. Ну, пожелаем себе удачи и вперед! Вот так вот едем. Замело. Сейчас переехать нужно реку, потом поедем по протоке. Решили сделать небольшой привал на дороге, чай попить. У Николая руки замерзли, поэтому ему перчатки одолжил. Одолжил ее, подарил тебе. У него перчатки очень эти тонкие, Дим, да? Покрасовался. Красавцы. Острова уже видно, скоро подъедем. Вдоль берега волк ходил, даже два. Вот приехали, поднимается пурга. Вон лодку поставили. Здесь уже кто-то был осенью. Вот дрова пилили. Даже вот под палатку остался каркас. Под шалаш кто-то с тентом сидел. Очень сильный ветер поднялся. Сейчас будем оставлять лодку и поедем обратно. Так, вот развязали лодку. Сейчас будем здесь ее оставим. В этом месте.
Вон там будем весновать. Ну, здесь не видно, потом покажу. Там есть такое небольшое высокое место. Вот Николай провалился. Очень глубоко, говорит. Вот уже вот здесь появляется первая вода, вот, промоина. И вон там вот, это получается два острова, вот, между двумя островами. Будем сидеть на этом острове, вот, смотрите, какая высота. И вода вот посюда вот приходит, вот, уровень воды. И даже выше берет. Иногда этот остров затапливает полностью. И тогда охотники прячутся от стихии, укрываются за деревьями внутри острова. Вот это все уходит под воду. И мы хотим весновать вот в этом месте. Вот здесь. Посмотрите, вот первая вода. Туда. Вон там утки садятся первые. Вот парни из Юкона. Вот сколько у нас дров сухих, посмотрите. Вот есть дрова. Николай сразу увидел вот эту штуку, видите, вот. Это от сеток. Рыбаки сети здесь ставили. Значит, здесь есть рыба будет. Вот такая возвышенность. И вот вода вот приходит посюда и затапливает тут все. Когда затапливает, то на лодке заезжаешь туда, вот прячешься среди деревьев здесь вот. Пережидаешь. А здесь идет ледоход вот так сплошняком. Льды, льды, льды. Вон еще дрова лежат. Ну, в принципе, нормально. Сейчас вот место под палаточку только посмотрим. Думаем, где будем ставить палатку. Я здесь уже бывал 3 года тому назад. Поэтому я знаю, где стоит. Ставили палатку прежние люди. Я нашел костровище там. Ну и остатки табора. Но здесь я еще не весновал, поэтому будем здесь впервые весновать. Пошел вот такой снег. Время сейчас. Вот. Получается без 20:11 дня. Ну, дров у нас хватает. Дрова есть, вот. Печку топить. В принципе, хотели в конце острова этого сидеть. Но этот вариант тоже будем просматривать позже. Вот, посмотрите, вот. Докуда вода приходит, вот. Это все водой приносит. И здесь бросает, вот. И остается вот такой маленький пятачок. Вот до сюда вода была, вот. По этот уровень. Вот здесь вот напихивает. Все. Вот здесь стоял табор. Когда-то. 3 года тому назад. Сейчас посмотрим. Если этот табор не унесло, вот эти вещи табора, то значит здесь нормально. Ну вот, как вещи лежали, вот доски, так и лежат. В принципе, уже 3 года этот пятачок
водой не берет, значит. Мы здесь тоже свою палатку поставим. Да? О, бак, он. Ну да, вот. Предлагает туда О, поставить. каскель, он. Крентив. Сейчас будем чай пить. В общем, посовещались и решили тут остановиться сразу. Место хорошее. Вот посмотрите уже сколько грязи. Вон там вон хорошее очень место. Вот здесь уже грязи вылезла. Первые гуси обязательно здесь будут. Ну, гусятники, думаю, поймут. Итак, по пути заехали на озеро. И сейчас Николай хочет продемонстрировать рыбалку якутскую национальную. Называется куюр. Вот. И хочет нам вот показать, Дмитрий, как старину куюрили. И вот сейчас он расчищает снег и будет сейчас выдавливать здесь прорубь. Прорубь специальной формы тоже, необычной. И потом будет черпать вот карасей из озера. Вот такое озеро небольшое. Вот посмотрите. Вот Дмитрий сейчас вот показывает мастер-класс. Он, оказывается, чемпион Жиганского района по пробиванию проруби. Я вот только что узнал об этом. Победил, первое место выиграл, говорят, на чемпионате. В каком году? Дима, в каком году? Не помнит уже. Ну вот сейчас будем прорубать прорубь такую вот. Она специфическая, не такая вот прямая, а как вот юбка вот такая должна быть. То есть туда вот нужно углублять еще под углом, чтобы вращать потом этот. И вот в такой чудесный весенний день мы сейчас не спеша будем пробивать, потом куюрить будем. Ну вот, прорубаемся потихоньку. Глубина где-то уже порядка ближе к метру уже прорубили. Просто здесь наледь еще выскочила вот. Николай говорит, здесь рыба должна быть. На 55 карасей, говорит, раньше были. Вот тут ловилось. Да, в прежние времена, говорит. Сейчас проверим, есть тут рыбы или нет. Если рыбы нет, значит он виноват будет. Вот такая уже глубина. Так, вот сейчас пробил уже маленько и хочет сейчас пробивать полностью. Сейчас он всю ее будет пробивать и должна оттуда рыба выскакивать сейчас. О, гильдия. Ну, ух ты. Бар пулух, так, давай тянись. Они где-то. Ух-то. Бар пулух, да, давай. Не там, что ли, ты? А ты герин тест пипите. Ну, ух ты. Куда қалды? О, нага чугас хаятах бит. Эй, ого, ти бадранти. Хумнагас па.
хобок остары. Хобок тары олла елиднен. Так, вся вода, короче, из озера выплеснулась. Лед продавил озеро. Пустой, тебе никогда вырди. А, эти нам битерде. А чё рыть-то и чё ехать надо ведь? О, ты көрдün? Тоқ текен қайықпын надо ведь. Рыть тем баран тоқ буллоқы надо ведь дугун. Онно же чоның били қаятықына улақ булон надо, чо били. Ута көте ал. Көте де били гыллан тағыстады бұл. Кумақ болыр бұл әні. Ох, нагарақ болбап бітті. Бұл инчағай тоқти, уже бадранди. Улата чугасты ханан раб. Ото ута хоқти, у надо, у. Улаға вито ута қағы таки. В общем, ситуация такая, что там, где мы сейчас прорубились, лед просел до земли и воды нету, поэтому мы не можем там куюрить. Сейчас новую пробьем прорубь. Здесь должна быть вода и немножко грязи нужно, чтобы было. И тогда будем там искать рыбу. Так, вот здесь вот прокопал маленько. И вот, видите, вот грязь вон. Просто грязь, она это как бы влажная, но вот жижа, вот такая вот жижа, вот грязь, да, влажная. Но надо чуть-чуть вот туда вглубь. Сейчас попробуем. А надо, чтобы она с водой была, тогда она разместится хорошо. И вот еще наледь здесь выскочила. Она здорово продавила лед. Весу придала. Вторая прорубь уже. Из остановки уже второй прорубь. Дмитрий уже вторую прорубь выдалбливает, а Николай все сидит и курит. Курить вредно, поэтому. Вот Дмитрий не курит, смотрите, какой молодец, спортсмен. Так, вот сейчас пробили прорубь вторую. И сейчас Дмитрий ее поправит, края, чтобы немножко были под углом, чтобы для удобно было вращать. Глубину еще пока не знаем, какая здесь. Но думаем, что не очень глубоко, будет оптимально. Ну и будем надеяться, что рыба там есть внутри. Чтоб не зря работа наша прошла. Ну вот сейчас пробуем это куюрить, но вот только грязь вот выходит. И она, причем это такая грязь, что глинистая, ага, твердая там на дне. Поэтому здесь рыбы нет. По-моему, не то место подобрали. Эти унырьяган, угар халгангарьях тахан как бы.
Бадраны тарьер тарык баткана. Ну, пытаемся вот, но ничего не получается. Карася нету здесь. Он есть где-то в этом озере, но не можем найти место это. Ну вот видите, вот водоворот вот образовался, вот такая воронка. И вот сейчас он должен вращать вот этот, чтобы вот этот водоворот как бы землю размывает, там вот ил, вот это все. И рыба там находится, лежит. Вот сейчас вот посмотрим, что получится. У Дмитрия. Дмитрий неплохо раскрутил. Вот Дмитрий третью лунку уже прорывает. Без перерывов. Оттуда сразу сюда пришли. Дмитрий пробил. И так испугался. Так испугался еще главное. Так, вот уже пробилось. Сейчас расширяем просто прорубь. Николай говорит, что здесь явно есть рыба в этой проруби. Поверим ему. Третья попытка. Если ничего не поймаем сейчас, то поедем домой. Там на протоке будем удочки рыбачить. Дмитрий сказал, там будет еще 3 сделается. Так, первую опустили в первый раз. Тут технология такая, что вот создать водоворот, который будет вращать вот этот весь ил, землю. И рыбу, соответственно, которая закопана в виле. Якутский карась, он имеет свойство закапываться в вил зимой. Вот Дмитрий говорит, хотя бы одного поймать бы, чтобы. И тогда, говорит, был бы рад. Все, вот он сломал куюр. Техническая неувязка. Да, сейчас надо другой взять куюр. Есть запасы. Да. Сейчас принесем другой куюр. Ну ничего, такое тоже бывает. Из-за того, что снасть уже старая. Поэтому ничего страшного. Сейчас поменяем. Главное посмотреть результат, когда он вытащит. Ну вот такая вот, в общем, рыбалка на карася у нас не получилась. Поэтому нам повезет, думаю, в следующий раз. Надо просто хорошенько изучить озеро. Как следует изучить озеро и повадки местного карася. Потому что есть некоторые озера, в которых бывает 2 слоя таких вот дна. И вот карась там вот прячется. Нам сегодня не повезло, но зато мы сделали заброску.
Возвращаемся домой уже вот по такой погоде. И снег набрасывает вот. Завтра еще повезем лодку. Вторую. Ляпота! Недавно только была пурга, сейчас уже светит солнце. Такая красота. А ребята едут. Дорогу уже замело всю. Выехали на реку. Вон там Бжиганск. Вон там я ребят в прошлый раз забирал. Вот туда вывозил. Вот так. Крутые юконские ребята проехали. Ребята из Юкона. То есть не ребята из Юкона, ребята из Жиганска. Итак, дорогие друзья, вот такая прошла заброска техники. Теперь осталось забросить лодку Николая. Вот. Могу показать об этом сюжет в следующий раз. Если понравился сюжет, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Всем пока, всем хорошего настроения.